Кармаскалинский район. Сюда с рабочей поездкой отправился глава Башкортостана Ради Хабиров. Расположен Кармаскалинский район в центре Республики Башкортостан, в 50 километрах к юго-востоку от города Уфы. Первый объект рабочей поездки Ради Хабирова по Кармаскалинскому району – Карламанский молочно-консервный комбинат, на котором выпускает знаменитую одноименную сгущенку. Предприятие открыли в 1951 году. Были у него взлеты и падения. Особый рывок произошел после того, как руководство Карламанского молочно-консервного комбината пригласили на один из инвест-часов, которые постоянно проводит глава Башкортостана Ради Хабиров. Теперь же лидер региона на этом объекте. Молоко принимаем, сегодня Гафурийский район, Аургазинский район, Кармаскалинский, Архангельский, Давлекановский. То есть работаем на башкирском сырье, перерабатываем. Здесь происходит у нас приемка молока. Это оригинал. Это прям именное. Это вот Карламанский, да? Карламанский молочно-консервный комбинат. То есть это прям мы сохранили. Здесь происходит приемка молока, приезжают молоковозы, Вот это, да? скачивается молоко. Вот на данный момент. Делают анализы, то есть как всегда, если молоко все устраивает по всем параметрам, лаборант дает команду, скачивают, молоко скачивается, потом идет поступает аппаратный цех первоначально, то есть идет охлаждение, очистка, то есть первичная подготовка, и поступает в емкостное, скажем так, хранилище, откуда уже потом отбирается на производство. Сейчас, это здесь, аппаратный цех первичный. Сейчас поднимемся на второй этаж. Направо, Радифович. Вот. Емкостное оборудование. Здесь все молоко, которое принимается, мы аккумулируем. Сегодня мы можем принять в раз около 100 тонн. Емкостного оборудования позволяет. Емкостей много, но они старые. Изношенность очень большая, но 100 тонн для нас это приемлемо. После того, как мы молоко приняли, оно уже готово для того, чтобы делать сгущенное молоко. Оно поступает в варочное отделение, где стоят вот те самые уникальные вакуум-выпарные установки. Давайте пройдем, покажу. Они сегодня не работают. У нас режим работы: один день сварили, один день фасуем. Мы вчера варили, сегодня фасуем. Вот эти очень ценные вакуум-выпарные установки. У нас их 3 штуки. Мы их сохраняем. Это потому что сегодня купить невозможно. Производство немецкое, ФРГ. Сегодня этого завода просто не существует. И даже запчасти мы заказываем на УПО, на еще каких-то заводах. Вот. После того, как сварили, здесь сварили сгущенку, вот в этих емкостях, кристаллизаторах, она остывает. Остывает до температуры, пригодной к фасовке. И сейчас пойдем фасовку посмотрим. С поставками молока нет проблем? С поставками нет. И даже вот сейчас вот этот взрыв со спросом, когда сети увеличили в 3 раза заявки, мы подтянули дополнительно хозяйство. В принципе, абсолютно справились с этой взрывной волной. А был действительно какой-то такой резкий скачок, да? Потому что у нас было все плавно. Здесь происходит фасовка сгущенки. То есть после того, как она охладилась, она поступает на фасовку. То есть раньше был цех свой жестяно-баночный цех, где готовилась жестяная банка. Сегодня мы готовую жестяную банку покупаем. А где покупаете? Покупаем в Магнитогорске и в Нижнем Новгороде. Своей жестяной банки нет. Хотя, если бы у нас была своя жестяная банка, это бы и нам облегчило, и тем заводам, которые у нас в Башкирии, с мясокомбинатом можно было поработать, им поставлять эту банку. То есть, мы сейчас посмотрим, потом обсудим. Я приехал-то не просто посмотреть. Я хочу,
Это предприятие надо поддержать вместе, подумаем, что Да, делать. обязательно. У нас был в районе инвестчас, Альфред Фаткач нас поддержал, мы думаем выйти на республиканский инвестчас. Да. И сейчас здесь покажем фасовку, да, то есть как она фасуется. Сгущенное молоко сверху с емкостей, которое остыло, поступает и единственная фасовочная линия, вторая сломанная. Ставим знак КМКК. Она еще теплая, видите? Самый цвет. Да. Обратно добавим. И она уходит в упаковку, но это отдельное здание, оттуда вход. Ну вот, в принципе, и все, что касается производства. Теперь вот хотелось бы обсудить свои планы. У нас есть планы по развитию. Да, ну и показать продукцию. Вот, Ради Фаридович, ко Дню Победы мы запустили отдельную этикетку. Это такая серия именно ко Дню Победы. Ну, вот, отличительные у нас, значит, КМКК, Но это они тоже могут. продукт Башкортостана. Вот это не все могут, ну, то есть у нас только разрешение есть. Но, тем не менее, подделок много, да. Выпускаем все натурально. Какао натуральное, сливки натуральные. То есть какао это прям какао. Не какой-то ароматизатор и краситель, а прям берем какао, варим. Это вот мы начали в последнее время делать варенку. А еще и кофе есть, да? Кофе натуральный. Запустили именно халяльную продукцию. Альфред Фаткач, вот зеленая. Вот. Получили сертификат халяль. Но основное направление у нас молочные консервы. Цельномолочную продукцию мы больше для района, Уфу тоже снабжаем. Но у нас молочно-консервный комбинат. Куда поставляете? У нас в основном район, плюс оптовые базы Уфы, а там они уже по магазинам развозят. Но это на нашей не сильной позиции, у нас здесь ограничения по объемам. Мы много сделать не сможем. И мы не заходим в сети. Сеть одна сделает заявку такую, что мы просто не сможем выполнить. Но у нас основное это молочные консервы. Тут мы единственные, и объемы позволяют. Ну, я в Уфе вот это редко вижу. Вот я, Но, тем не менее, объемы производства хорошие. Да. С сетями, с нашими, как с башкирскими, так и с федеральными работаем. Платы, значит, свой жестяно-баночный цех. А свою котельную, у нас котельная все-таки сегодня от картонного завода еще, но котельная у нас уже в плане практически. Мы сейчас проект сделали. Сейчас он к нам заходил. Первое, начиная от субсидирования приобретения оборудования, вплоть у него инвестпроект включает строительство мегафермы, которая будет производить молоко только для него. Да, то есть свое молоко хотя бы 30-40 тонн надо такое. То есть если мы планируем перерабатывать около 150-200 тонн в сутки, то ну хоть процентов 20-30 своего молока бы не мешало. А это... Вы давайте ко мне на инвестчас. Сколько вам времени нужно подготовиться? Ну, недели две. Тогда через 2 недели я сейчас позвоню Ильшату Ильдусовичу, он на вас выйдет, пригласит. Заранее с ним вы все проработаете, чтобы ко мне уже пришли с готовыми решениями, ну или там, где нужно мое решение, с цифрами, с этими. Я вот очень хочу вот это предприятие поддержать. Это такая настоящая. Ну, да. Настоящее, наше, родное. А это что это такое? Вот? Это водоборотка, то есть вода после того, как остужает сгущенное молоко, поступает в эти емкости. Да. Это у нас большая территория. Там вода остывает и опять возвращается на производство. Это старое административное и пристроено новое. Ну как старое-новое, это 50-е годы, это 80-е. Эти пока здания пустующие. Приезжали инженера вот по стерилизации. В принципе, они в текущую технологическую цепочку вполне устраивают. То есть оборудование свое могут поставить. Они сейчас этим занимаются. Сейчас мы делаем проект. Через 2 недели жду тогда. Мы поговорим. Давайте мы... Альфред Фаткач, вы там в режиме ВКС будете, да? Вы посмотрите, чем такое. Сколько вы говорите, человек работает? 150. Сколько зарплата? Средняя. Средняя 17. Ну, небольшая. Небольшая. Я не говорю, что мы тут огромные деньги платим.
Ну, вот, со сбытом были проблемы, были технические проблемы. Сейчас все это более-менее решается. Вот, я говорю, немножко, особенно после вашего выступления, чтобы обратили внимание на местных производителей, все, вот, кто делает сухпайки, то есть они всем к нам обращаются. Вот вообще, сейчас же много подделки, да? Да. Вот, С этим... Потому что иногда открываешь банку, она как водичка льется, это вот подделка, это порошковая? Да? Это путем смешения делается. То есть смешиваются компоненты и взбиваются в миксере. Все. И все, да? И все, да. То есть у нас нет никаких миксеров, мы влагу выпариваем. А они сухое молоко, сахар плюс жиры. Ну, там вкус сразу чувствуется. Ну да. А вот и подделывают прямо под нашу, да? Под нашу подделывают почему? Значит, те заводы, которые хотят завоевать рынок, скажем так, Приволжского округа и в том числе Башкортостан, они заходят, но у них продажи не так сильны. Мы уже здесь все-таки это бренд «Карломанское сгущенное молоко». А вот нету случаев подделки, когда пишут «Карломанское»? Есть, и их очень много, да. Я хотел бы вот выйти к вам с предложением, я озвучивал Ильшату Ильдусовичу. Надо все-таки на уровне законодательном зарегистрировать, как зарегистрировали вологодское масло, как дербентское, шампанское, адыгейский сыр. Нам нужно зарегистрировать карломанское сгущенное А молоко. вы почему не занимаетесь этим? Мы сейчас занимаемся, я сейчас изучаю, как вологодские зарегистрировали, и я выйду с предложением. Вот. Давайте мы подключимся и поможем, с нашей помощью проще будет. И тогда уже ни один завод не сможет писать, что это карломанская сгущенка. Конечно. Спасибо, Ради Фаридович, за Мы вам приезд. поможем, смотрите, и по кредитам или что. Посмотрите еще по модернизации оборудования. Ладно, у нас там есть программа, что мы вам сможем возмещать затраты, знаете. Поэтому вот модернизацию, дальнейшее развитие вместе обсудите. Все, ждем вас. Спасибо. Спасибо, всего доброго. До свидания. Радифович, знаменитая сгущенка? Да, знаменитая сгущенка. Но она такой тяжелый путь прошла, этот завод. Сколько было собственников здесь? Всех не перечислил. Череда собственников была. Вот сейчас ребята пришли, вроде у них как получается, поэтому вот мне нужен был здесь партнер. Похоже, что мы такого парня нашли. Будем с ним взаимодействовать. Хотите возродить? Ну, сделать его таким широкомасштабным, большим, каким он был в славные годы. Спасибо. Продолжается рабочая поездка главы Башкортостана Ради Хабирова по Кармаскалинскому району, и мы отправляемся в деревню Улукулево на производство дезинфицирующих средств. Здесь у нас цех по производству установки. А сырье где берете? Сырье берем мы в крупной компании, когда скупаем, московских там. У нас нет сырья, не делают? У нас сырья нету. У нас сырье здесь часы, 4-тысячное аммониевое соединение, триамин и молочная кислота. Сейчас сложности, конечно, были с сырьем. Вроде как решили. Сейчас дальше там пройдем. Это вот сырье, и мы там на 2-3 недели обеспечены сырьем. Оно постоянно в движении. Это готовая продукция Авербак, Лактавир. Вот. Авербак. Бактерия анти. Ну вот сейчас у вас, наверное, закупки увеличились, продукция? Да, увеличились. Мы же в основном работаем с лечебными учреждениями, где санитарный режим нужно поддерживать. А в данный момент Практически везде. Все стали обращаться, то есть и простые люди приходят, и почта у нас берет, там обрабатывают одежду, и где-то там улицы обрабатывают, и ветеринарные службы. Даже так получилось, что кто-то о нас не знал, но в данной ситуации узнали. То есть цена у нас всегда была на рынке ниже, чем у всех остальных, потому что мы зависим только от сырья, а кто-то там закупает где-то чего-то. Все у нас здесь по сампину, стены, потолы с моющим эффектом, документация. Это готовится, наверное, Да, это у нас уже как склад идет, здесь продукция под отгрузку, сюда заезжает машина, то есть даже в зимнее время, чтобы ребята там не простывали и все такое, то есть у нас внутри происходит. Сколько человек работает у вас? А у нас работают на данный момент 6 человек. 6 человек, а? Да, вот. На данный момент, мы обратились в Фонд развития промышленности Республики Башкортостан. У нас
там по программе противодействия и эпидемиологическим заболеваниям. Вот, и идут оформление документов. Ну, уже на финишную прямую вышли на этой неделе. Нам как бы должны выделить средства для модернизации Первая производства. сумма там идет, потом начинают платить и договорились, что потом еще будет. Это наш фонд, да? Да. Это антикризисные наши? Уже эти две программы, которые есть. А, вон, хорошо, уже пошло, да? А вот такие же аналогичные предприятия у нас есть в республике? Есть. Ну, у нас вот мы и на ВКС докладывали, НПП «Рост», который делал перекись водорода. Вот как раз Делекс они делают такие более уже современные средства. Фабрик косметик, которую мы изопропиловый спирт решаем. То есть вот они. А что планируете? Ну, планируем как бы расширяться. Сейчас у нас как бы 2 препарата. Ну, вот в 2021 году мы планируем выйти у нас еще 2 препарата. То есть мы постоянно как бы разрабатываем. профиль работает. Да, мы со временем сейчас закроем вообще всю линейку дезинфицирующих средств. Помогать будем? Пока, я так понимаю, вот вам по линии нашего фонда, пусть вы занимаетесь так, то, что мы о чем договорились. Будем вам еще помогать. Спасибо. Да, спасибо большое, были рады. Спасибо. Ратифович, коронавирусная инфекция заставила столкнуться многое, в том числе и экономику. И вот таким предприятиям мы, получается, даем второе дыхание, вторую жизнь. Ну да, вот я о чем переживаю. Вот такого рода предприятия, которые химические всевозможные средства делают, у них сейчас бум, конечно, но наша задача, чтобы когда бум пройдет, наверное, мы, кстати, вот после коронавируса, я всегда говорю, мы сейчас хоть научились правильно руки мыть, да, и вообще руки мыть научились. Вот я думаю, что после коронавируса у нас все-таки меры такие противоэпидемиологические, санитарные будут более серьезными. Поэтому, такая продукция будет востребована. Да, совершенно точно, будущее у них есть. Спасибо, едем дальше. Спасибо, да. А теперь глава Башкортостана Ради Хабиров в рамках рабочей поездки по Кармаскалинскому району отправляется в деревню Кабаково. В Кабаково разворачиваются цеха предприятия «Кировец-Уфа». В них будут обслуживать, ремонтировать и модернизировать тракторы, а также изготавливать сельскохозяйственное оборудование. Инициативу предпринимателя Радика Хафизова перенести в Кармаскалинский район предприятие, которое раньше базировалось в Сургуте, в середине апреля 2020 года поддержали на инвестчассе в правительстве Башкортостана. Вот такой план у нас планируем такую производственную базу построить на сегодняшний день. Что готово сейчас? Вот, Из этого готово. У нас вот это административное здание готово, вот это здание построено, вот это здание построено. и вот это будет сюда строиться. Это планируется, да, то есть, ну, здесь дальше определено, дальше все. Давайте лучше, наверное, пройдем, чтобы не мерзли все. В первую очередь, хочу сказать, поблагодарить, что вот все-таки и за такое внимание. И нам, конечно, очень приятно, вот честно скажем, сколько 20 лет работы, и решив вот перенести в свое производство, мы получили большое внимание, отзыв со стороны руководства, власти. И, конечно, честно скажем, нам очень приятно. Это спасибо большое. Это вам спасибо, что вы сами отсюда родом, да, получается? Да, родители мне здесь, в Башкирии, я сам родился. Ну, раз уже, то есть, ну, позвольте коротко сказать. Да? Наша команда, там, порядка 50 человек, все мы с этой республики. У нас уже пошла вторая династия работников нашего предприятия. То есть у нас вот дружный коллектив, родителей, дети обучаются, вот уже после институтов уже пришли. Наверное, чтобы коротко, чтобы было понимание, что мы представляем, я бы, наверное, попросил небольшой видеоролик про наше предприятие. Включи, пожалуйста. То есть мы назвались группа компании «Кировец», у нас 3 предприятия, направление продажи, гарантия, сервис и производство. Это производственная база на Сургуте, это складские помещения наши, это производственные участки, где ремонт агрегатов, ремонт техники у нас проходит. Свой небольшой конструктор, технологический бюро, ребята молодые, с Уфимского авиационного нефтяного технического института занимаются. Приобрели современные обрабатывающие центра, они каждый по 15-18 миллионов стоит. Обучили, и вот с этими станками хотим сюда уже привезти. Делали оборудование всякие, навесные, отвалы,
институты ввели себя там, на нашей территории. Для дорожников сделали вот боковой отвал. Интересно, да. Вот мульчерные установки для дорожников, сварочные агрегаты с газовиками мы сделали на базе тракторов «Террорист». И вот последний у нас в этом году вот, Собственно, прототип это пока прошел испытание на месторождении и для строительства и содержания зимников. Это мы вышли с нашим потребителем на новые технологии, предложили новые технологии строительства зимников. И вот мы со всей командой хотим, желание большое сюда вернуться. Отлично, отлично. А вот строятся земельные участки, как вы? Землю мы им предоставили, целый квартал в Кабаково готовим под них сейчас. Все там под всех, кто сюда приедет, желающие будут работать, жить здесь, все мы предоставляем. Красивые места, так что если это... Конечно. Я буду помогать. Спасибо. Ну и дальше, Фарич, ну, то, что у нас планируется, в первую очередь у нас планируется план вот это все. Раскроем заготовительный сварочный участок. По проекту было, мы должны были, конечно, в апреле запуститься, но с этими ситуациями немножко это тормозилось. Но на сегодняшний день вот этот плазменный участок оборудование уже закуплено, стоит. Сегодня у нас прилетает поставщик, все-таки получили справки, все добро, и завтра начинаем монтаж этого оборудования. Для того, чтобы нам выйти на полноценное производство ремонтное, что то есть не хватает вот этого станка, это не хватает, тогда мы не можем делать. Поэтому, конечно, вышли с просьбой, то есть предложением оказать содействие, конечно, приобретению этого оборудования, чтобы мы... Через ТРП оборудовать там без вопросов. Вот сейчас заявку просто нужно. Ну, мы же и договорились, теперь вы должны все заявки сделать, и в первую очередь будем поддерживать. А договорились, значит, кто потребителем будет? С Минсельхозом, то есть, чтобы у вас здесь ремонтная база была тракторов, так это получается? Да, у нас на группа компании заключен договор с Транснефть Урал. На техническое обслуживание, ремонт уже мы начали. И сырьевой компании с Ритамаки. С ними договор на техническое обслуживание, ремонт. Мы уже зашли с объемами. Это первое. Планируем начать ремонтное производство с 1 июля. Со второго полугодия мы должны, у нас в планах. Мы выйдем, этот вопрос для нас нету. Но и основной. Я вот май-июль, ну сейчас, скорее всего, июль еще придется, перевожу то, что производство, это производство начинает производство узлов деталей для поставки нефтяников. У нас подписаны контракты есть на сегодня, на этот год. Порядка из них 25 машин будет с нашей доработкой. Ну, то есть вас вот, не пугает, сбыт будет, да? Здесь все не пугает меня. То есть, ну и второй момент, мы работаем, не только мы работаем совместно с Петербургским тракторным заводом. У нас совместный проект. Есть вот эти машины, все равно это совместные. Сколько человек будет работать здесь? Пока по проекту мы должны в 2025 году на 70 человек пойти. Да. Ну, сами понимаете, сейчас смотря вот видео, поддержку вашу, я понимаю, что нам есть куда развиваться. Я прям с удовольствием. Я как вас вот послушал, и еще меня спрашивают, куда поедешь. Я говорю, я вот хочу приехать посмотреть. Когда начнете строить вот механосборочный, механообрабатывающий? Механообрабатывающее здание готово. А, здание готово, то есть вам станки только завести? Станки завести, да, но осталось нам небольшая работа, и вот с этими ситуацией немножко задерживает нас электричество. Подведено, нам не можем подсоединение провести, пока то есть ограничения все введены же все. То есть документы мы сдали на согласование, все. Глава помогает во всем? Да. Ну, конечная цель у нас все-таки создать вот производство полноценным сервисом. Вот то, что у нас сегодня сделано. Да. Здесь складской, да. Полноценный завод. Ну, пока не скажу, вот через полгода будет, когда все станки работают, все будет крутиться, то я думаю. Мы к вам еще заедем через полгода. Вот здесь это складской, вот мы с другой тоже привезли часть там для деталей оборотных себе все это. Эта станок уже стоит у нас. Мы начали его первые с июля месяца. Яму котлован вырыли. В ноябре дали тепло.
И вот зимой уже дальше доработки были, установки кранбалок, все, соответственно, какой-то комнате мастеров. Ну, уже, да, ну пока поставили здесь, там санузлы, комната приема пищи, комната мастеров, все будет компьютеризировано, станки. Вот первый станок, то, что говорил, плазменный резкий у нас уже пришел. Завтра, надеемся, уже что. Что это за цех? Здесь раскуройно-заготовительный участок будет. Вот это наш отечественный, мы с ними уже работаем. У нас установка такая в Сургуте есть, уже 10 лет. Вот, ну да, вот этот кристалл, так называемый. Райфич, это то предприятие, о котором вы недавно в соцсетях писали? Да, и они были у меня на инвест-части. И, ну, посмотрите, вот современный, это, по сути, небольшой завод, вполне полноценный. И такая дружная команда ребят, наших выходцев из Сургута сюда переезжает. Но я прям, не удержался сюда снова приехать и, посмотреть. Вот это будущее, вот такое. Причем очень высокотехнологичное предприятие, очень. Вот они не только там будут техобслуживание делать, они свои агрегаты будут делать, изделия будут делать. Поэтому я думаю, что не первый раз, да, не последний приезжаю. А зачем они нужны Башкортостану? Ну как зачем? Это развитие промышленности, это зарплата, это социалка, это налоги, это вообще наша экономика. Вот именно вот такие предприятия. Спасибо. Все, Афир, молодец. Всё, Спасибо. Давай, с хорошим настроением. Спасибо.